Прием, прием. Стартуем. Так, блин. Я первый раз в этом приложении. Видно меня, слышно? Красота. Сегодня проснулся специально, чтобы прием, прием. Так, я текст ничего не вижу пока. Кто-нибудь что-нибудь пишет? Или никто ничего не пишет? Что у меня текст должен быть вылезать. Прием, прием. Так, я не вижу текст. Так, кто-то что-нибудь. Какой этап? Да я не знаю. Какой этап? Да я не знаю, какой этап. Я ж просто здесь езжу, путешествую. Вообще без каких-то там маршрутов специально проложенных. Просто кайфую от природы, езжу. Сейчас вот в палатке лежу. Уже 5-й день сегодня лежу на одном месте. На рыбалку езжу здесь рядом. Форель ловлю. Вот, просто кайфую. Вот, поэтому никакого нету определенного у меня маршрута. И этапа, соответственно, нет тоже. Блин, себя не вижу я. Себя я не вижу. Почему? А, сейчас. Вот, все, вижу. Как у вас там дела, рассказывайте. Уже 6 человек присоединилось. У меня тут зарядка лимитирована, если что. Я не знаю, насколько ее хватит. О, 10 человек уже. 10. Все никак не найдешь времени. Ну, блин, да. Но если очень хочешь, найдешь. Вот. Путешествие это, конечно, такое дело. Если ты имеешь в виду вообще в путешествие отправиться, что ли? Ну, в длинное куда-то. Или так по Чувашии там проехаться, например. Вот если по Чувашии проехаться, то вообще этот самый оптимал. Вокруг Чувашии маршрут там на недельку можно съездить. Вообще, все 21 район. Я же два раза так ездил, или 3, сколько, не помню, 2, наверное. 2 раза ездил, да, по-моему. Вот.
Эдуард, Сербия, привет, салам, салам. Да. Так. Продобей, ты спрашиваешь. Я в Продобей, короче, стартанул, потом назад поехал. Там, короче, сейчас делать нечего, неинтересно. Там ягод нету, ничего нету. Одни комары, миллионы комаров, которые тебя там на трассе долбят. Я что-то подумал, я не хочу пока так напрягаться. Непонятно ради чего просто. Просто, что в Продобей приехать, как бы, там... Нет, там дорожка такая, ну, тяжелый маршрут реально, и я, короче, назад пока повернул. Я хочу кайфовать, короче. Вот, кайфовать хочу. Наслаждаться природой, а не страдать, мучиться. Непонятно ради чего там доехать просто до Продобей. Вот когда ягоды пойдут, вот тогда уже можно поехать. То есть во второй половине лета. Ну, или в середине хотя бы, когда там морожка еще пойдет. Потому что там такие заросли ягод вообще, там... голубики, там черники всякой, то есть, но ее нету пока, еще нету, и нифиг делать. Поэтому я вернулся, короче, и сейчас просто кайфую, там уехал, я между Фэрбэнкс и Валдис город, вот, и кайфую здесь. Опа. Торонто, привет. Да ёпарасоте, что ж оно так. Торонто, привет, да. Так, я говорил Торонто. Вот, все никак не найду времени. Я сейчас специально проснулся. О, 15 человек. Специально проснулся, будильник поставил, чтобы с вами поговорить. Что-то думаю, давно не был в прямом эфире, тут надо выйти. Я-то нормально, вон, видео выходит, смотрите видео, там все показано. Илья, салам, Юлдаш, салам, салам. Так, Галкин пишет, я сам с Йошкар-Олы вырос, так потом уже ехал в Якутию, там жил 12 лет, потом в Камбодже жил 2 года. Отель строил для инвестора, потом Краснодар 5 лет, и потом Торонто. Ничего себе, тебя мотало. Краснодар у тебя и Камбоджа. Да, Камбоджа прикольно, это там в Сиануквиле там был, в Камбодже-то. Я потому что только в Сиануквиле там был, я по побережью ехал. Ну, страна небольшая, но в столице... В Пномпене я не был, вот. В Камбодже, Сиануквиле только. В Канаде, да. Погода на Аляске, да вообще шикарно. Сейчас вот только пасмурно такие, немножко дождички бывают. Вот, но температура... Ну, дождички притом такие не напрягающие, то есть там вечером могут пойти. И температура идеальна, 15-16 днем, так вообще это отлично. Ну а что погода, как она оправдать может? Это я могу ее не оправдать. А для погоды-то пофиг, как она какая есть, такая есть. Нет плохой погоды, как говорится, а есть плохая одежда, неподготовленность к этой погоде. Вот, вы, кстати, в описании под стримом есть ссылка на донат, кто хочет сделать мне донат, там через Donation Alert, там выйдет здесь такая плашечка, вы можете сообщение написать, там задонатить сколько-нибудь. Вот, буду очень рад, благодарен. Как раз мне на еду. Вот, тут ваше сообщение вылезет на экране. Все могут прочитать, увидеть, вот. И также хочу прорекламировать свой канал в Boosty. Вот, я там дублирую видео тоже, так же, как на ютубе, вот, специально для
россиян, кто не может зайти, ну, никто не хочет там с VPN возиться, можете зайти на Boosty и там смотреть видео без VPN, но с подпиской, конечно. Подписка всего там сколько, 350-340 рублей стоит. Это как бы недорого, и вы меня поддержите в первую очередь. Как бы мне это будет неплохая поддержка канала, так скажем. Вот. Ну и плюс там видео все в раннем доступе. То есть на ютубе у меня видео выходит по раз в неделю. Ну, вы сами понимаете, там в неделю у меня делается по 2-3 видео минимум, поэтому там очередь из видео очень большая, и она не скоро еще выйдет. Вот. А на Boosty, ну и также на ютубе доступно видео сразу. И в ютубе по подписке тоже, по мембершипу. Для тех, кого есть возможность оплачивать картой за границей. Вот я себе уже чаек здесь сделал. Да, сянуквиль, да. Вечер в хату, бро. Где рыба? Рыба, я съел ее вчера уже, вот. Серия потом сделаю, будет серия. Все будет потом. Вот. Аляска моя мечта. Скачал книгу «Триумфальная арка». Да, Аляска классная. Тут я себя как дома чувствую вообще обалденно просто. Вот. Триумфальную арку, блин, класс, да. Триумфальную арку я читал еще, когда первый раз я в армии ее почитал, да. Это было уже сколько лет? Это был 11-й год. И раза 2-3 ее читал. Классная книга. Ну, я сейчас тоже, кстати, книг накачал на планшет. Я вот свою дочитываю. Вон у меня есть Пауло Коэльо Брида. Не знаю, где, не помню, где я нашел. Вот, дочитываю уже. Интересная книжка, конечно. Интересная. Такая легенькая, она как женский роман, наверное, больше напоминает такое. Вот, если бы я ее лет 15 назад вот прочитал, она бы меня бы прям очень бы сильно впечатлила. Но так интересно почитать, нормально. А сейчас тоже накачал на планшет всякой классики, тома, короче. Гоголя там все тома, Тургенева все тома. Ну, посмотрим. Так, в любом случае мне надо что-то читать. Когда вот так вот кайфуешь в палатке, лежишь, делать нечего, там, читаешь. Это классно. Раньше я постоянно так читал. И в Восточном Кочеве, когда был тоже. Конечно, и Полег спрашивает, поймал рыбу? Все, да, поймал. Я вот сейчас и 5 дней вот затусил в одном месте живу. Вот, потому что тут есть озера рядом. Вот я каждый вечер туда, на эти озера еду. Видео будет, все там. Там форель горная. Будет такая вкуснотища вообще. Это класс вообще, это форелька. Так что да, рыбалка у меня наконец-то пошла. Просто надо знать время и место. Удочка-то есть. Самое важное, время и место. Вот. Сувар спрашивает, Никита, встречал ли в США вообще чуваши? Конечно, чуваши везде можно встретить, их вообще дофига. Тем более я во Флориде жил, там очень много чувашей во Флориде. Но, как говорю, они везде, в любом штате есть. И с кем общаемся, вот в интернете даже не виделись, тоже по разным штатам много их. Чуваши везде вообще. И Полег спрашивает, не хочешь попробовать золото поискать? Ну, попромывать, поискать чисто для контента на пару дней. Не знаю, я проезжал там те места, типа места с золотой лихорадки, когда, ну, я не знаю, хорошая идея, кстати, попробовать, но не знаю, будет ли на это сила. У меня тут на рыбалку еле-еле находится, там промывать, это в воде постоянно там тусоваться. Ну, такое, конечно, надо готовиться к этому. Но идея хорошая, да, для контента что-нибудь, ну, речек много тут горных всяких.
Но мне рыба ценнее пока. Рыбу съесть можно. Пишут, чуваши, как молдаване, они есть везде. Ну, не знаю насчет молдаван, как бы не часто попадаются, но внимания, наверное, не обращаю. Вот. Илья пишет, делал родословную и на 7 поколений нарвался на родственника. Чуваш живет в Финляндии. Комар здесь, да? На родственника в Финляндии, живет в Финляндии. Он еще глубже копнул. 1650 год нашел родственника в Вене, Германии, Швеции, Финляндии. Я был поражен. Да, интересно. В родословной покопаться. Вот. Мне вот тоже надо. Интересно, что там найдется. Но, насколько я знаю, там одни чуваши только. Чуваши из чувашских деревень. Но глубже я не копал. Кто знает, что там было. До поселка Ном планируешь доехать, Сувар спрашивает. Ну, туда не доехать по дороге. Там только на самолете туда или... Ну да, на самолете. Вот, а так, прикольно было бы там побывать. Я бы хотел там, где вот эти Диамид, острова, вот это все. Но дорожная сеть Аляскинская, она очень скудная. Как бы там, я не знаю, она еле треть, наверное, покрывает территории. И поэтому там, конечно, не доеду я. Но да. Олег спрашивает, как будешь с детьми видеться, если останешься на Аляске? Раз в месяц ездить во Флориду? Да нет, какой раз в месяц, ты что? Во Флориду я вообще не хочу. Вообще туда ехать не хочу, капздец. После Аляски мне прям тошнит вообще там. От той природы надоело уже. Здесь я как дома себя чувствую. Лучше пусть дети ко мне приезжают тогда потом. Галкин спрашивает, Джека Лондона не читал? Не читал что-то. Я вообще не скажу, что я какой-то там литературовед, что там читал много. Нет, я много не читал, я вообще не начитанный человек, но то, что читал, оно попадало мне прям в самое яблочко. То есть я Ремарка всего перечитал, Герман Гёсе, Шукшина, ну такое как-то выборочное и разное, то есть, а такую вот там классику прям я нет. Школьную программу я вообще не читал практически. То есть, сами понимаете, то, что в школе преподают, оно потом вызывает у тебя отвращение тупо вообще. Поэтому я вот стараюсь сейчас нагонять вот эту школьную. Вот и Гоголя скачал. Ну, мне как-то интересно даже классику просто почитать. Что-то интересно стало. Вот. Блин, зарядки уже 32%, ёкарный баба. Да, ребят, напоминаю, кто хочет, может совершить донат на Donation Alert. Вот, ссылка в описании под стримом будет. Да, у вас сообщение всплывет на экране, там можете что-нибудь написать, хоть сколько отправить, если хотите, если имеете желание. Но я говорю также на Boosty. Подпишитесь на Boosty, будет видео доступно вам в раннем доступе и без VPN. Так, Паша пишет, на вопрос выше про телегу. Или так и было задумано для двусмысленности? Не понял, что за телегу?
Паша, поясни, пожалуйста, не понял я. Или я там пропустил какое-то сообщение. Ох, чаечек черный сделал, прям хорошо. У вас сколько там времени-то вообще? Потому что у меня с московским временем 11 часов разница. Говорю, специально проснулся. У вас там вечер уже позднее, у меня утро. Но вообще буду стараться 20-25, ну да, вот 11 часов. Буду стараться раз в неделю хотя бы в стрим выходить, не знаю, если получится. Если вам интересно будет, как бы. И по Алекспе, как там вообще люди другие? Ты на Аляске имеешь в виду прям? Ну, на Аляске другие отличаются от континентальной Америки, конечно. Побольше, да. Если с Флоридой вообще сравнивать, вообще другие. Здесь они больше на россиян, наверное, смахивают, аляскинцы, чем чем ближе к Флориде. Сергей Южный пишет, правда, что на Аляске разговаривают по-русски? Ну, здесь есть поселение, я хочу туда поехать, кстати. Есть же поселение там староверов, ну, вообще изначально там есть прям деревеньки, там Николаевск называется, много русских названий прям на русском языке. Это прям на юге находится, за Анкориджем, если с севера ехать. Вот, и там есть русские поселения. И хочу туда съездить. Так что да, там ну я не знаю, как они по-русски там разговаривают, нет. Может быть, как бы старожилы, да. Может, дети уже нет. Ну, не знаю, как. Вот мне интересно тоже. Съездим, посмотрим. Паша, пишет, мои сообщения не проходят, как будто я про название Тинчек Калашмать. Просто там или буква М лишняя калашать говорит, или добавить тогда будет калашмасть. Да я знаю, что там неправильно. Я же это больше как бы в шуточку, в шутливой форме написал калашмать. Просто как-то с детства это все, что ли. Я знаю, что там неправильно. Извиняюсь за такое. Я не знаю, доходят твои сообщения или нет, просто возможность для доната, чтобы те, кто хотят, могли бы задонатить. Но походу это глупая идея вообще, с донатами. Вот. Короче, просто Boosty. Хотите, на Boosty подписывайтесь. Будет мне поддержка в дороге. Салам Чебоксарам, Бэкс пишет. Как погода на Аляске? Да хорошая погода. Я не знаю, попробую вам показать сейчас даже. Ух, вот тут палаточка у меня. Погода хорошая, идеальная сейчас. И не жарко, и не холодно, то, что надо. Вон там река Дельта. Тут такая панорама у меня открывается красивая. Вон, видно вам? Здесь вот моя стояночка, тут на пятачке таком, на опушке. Вон велосипед стоит. Вон там горы, панорама тоже. Тут тайга, прям лес.
красота здесь. Он вид Якутию напоминает, пишет. Ну, наверное, да. Я в Якутии не был, правда. Но Сибирь тоже что-то такая же красивая. Вон пики снежные тут. Александр Галкин пишет: блин, чувак, как завидую тебе. Свобода, природа. Ну, это что? Тоже можешь поехать, кайфовать. Что завидовать? Завидовать вообще никому не надо. Че у вас там в Чувашии тоже прохладно? Плюс 15. Прохладно для конца июня. Но бывает нормально. Как я помню, летом и снег может выпасть иногда. Так что плюс 15 это вообще нормально. Это самый кайф. Всякая погода бывает там. Хочется, конечно, людям лето. Это мне после Флориды, знаете, как бы вообще жары неохота. Плюс 15 для меня это вообще кайф. Вот. СССР пишет: по мне так палатка слишком маленькая, некомфортно. Она маленькая, да, она одноместная. Одноместная, но легенькая. Я ее специально брал, как бы. Не хотел тяжелую палатку брать. Она одноместная. Нет, уютная на самом деле, нормально. Лежишь, мне места хватает. Я тоже вначале думал, что-то беспонтово. Есть косяки всякие конструктивные, которые мне не нравятся. Но ничего. Привык, пофиг, нормально. Говорю, просто она от килограмм весит всего. Маленькая, это хорошо. Сувар пишет: какая температура сейчас. Ну, говорю, 15-16 градусов сейчас, всю неделю облачно. У меня с зарядкой все проблема. Вот тут 25% уже осталось заряда. Я буду с вами, пока есть заряд. Вот, не могу зарядить никак от солнца нормально все свои гаджеты. Вот. А так до этого было солнце, прям так жарко было. Ну, жарко не как во Флориде, жарко для Аляски. Там даже леса горели, сухо было, дождей не было. А сейчас вот пасмурные такие дождички периодически приходят. Да, приложение дебильное, конечно. Я сейчас через этот призм сижу. Мне вообще не нравится. Он, во-первых, не показывает правильное количество людей. Вот сейчас я зашел, там 22, там побольше, тут 14 показывает. Короче, больше с него уходить не буду, вы все равно не донатите ничего. Просто я думал вот эти оверлеи сделать с донатами, когда она приходит. Но что-то вообще ничего нету. Так что нафиг это, просто через YouTube буду выходить и все. Братан, когда в парикмахерскую? Не знаю, что-то я типа отращиваю, я больше года не стригся, наверное. Не больше года, ну год где-то, да. Фиг знает, нормально. Минус только просто длинных волос, что их мыть надо чаще. И чувствуются, когда они грязные. А когда короткие, они, конечно, практичные, да. И Олег спрашивает, когда начинается зима. Да, в разных местах по-разному уже тоже. Аляска большая, там что север, что юг. Да тоже погода разная может прийти. Может и в августе, мне кажется, тут уже и похолодание прийти. Ну, а так, что, не знаю. Не знаю, я не жил здесь год. Не жил здесь, чтобы говорить, когда там зима обычно приходит.
Я могу посмотреть как бы это в интернете, примерно понять, ну, по широтам, но так, ну, когда зима, когда? Ноябрь, наверное. Купаться холодно, Сергей спрашивает. Я купался в речках, ну, горные речки, холодные, да. Так, тут не Флорида. Вот, но если надо, как бы окунешься, искупаешься. Не так, чтобы с наслаждением, конечно, ты как в прорубь тут окунаешься. Есть озера, там, конечно, вода потеплее, вот, но купаться можно нормально. Пересилить просто себя. После теплого Флоридского океана, конечно, этот, холодная кажется. Но привыкаешь потом. Салам из Харкасов, М7. Ничего себе, это Харкасы. Салам, салам. Сколько там человек-то уже? Илья спрашивает, все думаю, когда у тебя будет как раньше 1,5 миллиона подписчиков. Ты угораешь вообще, Илья, да? Какие 1,5 миллиона? У меня никогда их не было вообще. И вряд ли будет, я думаю. То что, не знаю. Да мне главное не подписчики. Подписчики-то понятно. Мне главное просмотры. Вон. У меня тоже вон сколько? 6 тысяч подписчиков почти в Ютубе. Но видео-то не набирается только 6 тысяч там. Пока вот разгоняется. Я же вообще забросил там, не занимался этим. Да я никогда не занимался же ютубом специально. Я просто снимал как видеодневник для себя. То есть я никогда не развивал там, я никогда не угождал алгоритмам ютуба. То есть мне на это вообще пофиг. Мне говорили, как надо там, ну вот так вот делай. А я забивал хер, делал как по-своему, короче. Никогда я развитием не занимался. Но вот сейчас хочу попробовать. Как бы более-менее хотя бы алгоритмам, чтобы угождать, чтобы они нравились. Ну, вроде немножко на взлет идет там по просмотрам. Ну, это мало, конечно, все равно все пока, но уже лучше, чем было. То есть алгоритм предлагает новых людей, новые подписчики у меня. Вот, и поэтому было бы хорошо, да. Мне на Boosty 1,5 миллиона надо, да. Так что, ребят, подписывайтесь на Boosty. Я говорю, там без VPN и ранний доступ к видео там будет. Всего за 350 рублей. Как бы мало, да, согласен, копейки, но что поделать. Чем больше вас там будет, тем как бы уже соберется какая-то сумма. Вот. Медиахит пишет, когда алкострим будет. Да блин, да хоть сейчас, но у меня нету ничего. Тут магазинов не найдешь. Очень редкие магазины там. Дай бог, раз в 100 миль что-то есть. Вот. Да чё алкострим? У меня вот крепкий чай черный, тоже нормально. Тут чиферим тут. Да, это приложение мне показывает 14 человек. Что так? Мало. Но, говорю, долго мы не сможем общаться, потому что у меня 20% заряда осталось. Вчера копил заряд специально, чтобы вот стрим выйти. Что у вас там еще нового? Рассказывайте, откуда вы там? А, вот я
Я сделал вот шкалу для донатов, ребят, те, кто хочет, вот. И там потом будет сообщение выходить. Ну вот я сейчас наконец в приложении разобрался, у меня хоть немножко получше с чатом. В Швеции сегодня жара плюс 35, жесть. Ну да, для Швеции это, конечно, жарко. А в какой части Швеции ты там живешь? Швеция это вообще одна из моих любимых стран, в которых я был. Такая северная, притом Европа. Ну, очень, вот по Европе мы проехались тогда с Саей, когда мировое кочевье с Саей, с Настей тогда. Там было очень хорошо, прям, ну, очень понравилось. Из всех европейских стран она мне понравилась. Природа там шикарная. Ягод много очень. Класс. Ну, мне вообще северная природа нравится все-таки. Как ни крути. Флорида это вообще не мое. Абсолютно. День молодежи сегодня в России. Ну вот понятно, что никого нет, да? Я из Питера, у нас самое лето начинается. Да, у вас там в Питере-то лето, да, это сейчас как раз белые ночи, наверное. Ну да, до сих пор. У меня-то тут вообще не темнеет. У меня, конечно, оно садится, солнышко, но просто закат плавно перетекает в рассвет. О, на западе, возле Гетеборга. Классно. И там тоже проезжали мы. Хёганес, наверное, слышал, да, городок там. Хёганес. Мы там в гостях были. Вот. Классные места там. Вообще Швецию прям вспоминаю. Я бы проехался бы по всей Швеции бы на велике. Прям с удовольствием бы. Но, к сожалению, пока не могу. Но когда-нибудь обязательно прям сделаю. И Финляндию, и Швецию. Потому что это так, все в том путешествии мы проезжали все, и все было демо-версия, короче. Мы как бы не углублялись особо, проехали и все. Пойду к зарядке, наверное, подключусь к солнечной. А то заряд вообще кончается, уже вылетает просто в трубу все. А я хочу с вами еще побыть немножко. Че, я зря сегодня просыпался, чтобы 40 минут пообщаться. Вон у меня солнечные панели стоят. Они, конечно, уже маловатые, не справляются, честно, с моей потребностью в электричестве. Вот у меня сейчас пауэрбанк заряжается. Мне надо побольше солнечную панель. Эти панели я еще в мировом кочевье у меня были. То есть они уже старенькие. Старенькие панельки, нужно побольше.
Так, пишет. Самая плохая для тебя страна, по-моему, это Марокко. Да нет, не самая плохая. Нет. Просто после Европы она такая, конечно, кажется. После к хорошему быстро привыкаешь. И потом не хочется там, типа, так, грубо говоря, по третьим странам ездить. Там движения, дороги плохие. Вот, поэтому на контрасте показалось, что так, нет, а так на самом деле прикольная страна. Эдуард пишет, Сербия. В прошлый раз это вроде дикие собаки были, волки же не лают. Или ошибаюсь? Да, это шакалы были, это не волки как бы, но волки я утрировал немножко. Ну а чё? Волки, шакалы, псы все. Шакальчики. Они так лают вечером так. Никитос, салам, антидот пишет. С Днем молодежи. Да, тебя тоже с Днем молодежи. Салам, салам. Подключил панель солнечную, не знаю. Насколько хватит все равно. Солнышко такое слабоватое, там тучками немножко затянуто. Шакалы трусливые, а волки опасные. Ну, не знаю, не встречался там лично с волками, шакалами, кто там трусливый, опасный. Ну, они же людей всех... Понятно, волки, они просто физически, они больше размерами. Волки. Шакалы-то они стаи, и они тоже могут там, если захотят, нормально так этот... Вот, так что я не могу сказать, кто там трусливый, кто опасный. Ну, как единица, говорю, волк, он, конечно, больше, он опасней. Но шакалы там стайные, стаями бегают. О, Тюрк Номад, Ромыч пишет. Никитос, здорово, как дела, как здорово? Скажи вкратце, где ты и как медведя уже видел? Привет из Турции, город Самсун. Турции привет, Самсуну, да. Здоровье нормально, отлично, лучше не бывает здоровья. Сейчас поправил как раз в путешествии, вообще кайф. Вот. И, ну, вообще, я сейчас даже вес набрал. Ну, как обычно в путешествии все у меня. Был абсос такой этот, когда приезжал сюда. Сейчас хоть рыбки поел, тут наловился. Вообще, все отлично, короче. Медведей нет, слава богу, еще не видел. Да, что их видеть? Я просто по таким местам езжу диким, как бы. За медведями, если смотреть, и надо на юг ехать. Там, где лососевые речки всякие, там на юге они, где горы. Вот там вот медведи. Там и медведи, можно сказать, чуть ли не домашние. То есть они людей постоянно видят, там туристов, потому что много. А здесь тайга, здесь как бы медведя лучше не видеть. Вот лосей много видел, да. По встречкам бегают лоси прям. Прям рядом со мной здесь проходил. Лоси, в лесу видел. Нет, заряд все-таки убывает. Когда примерно будет видео с рыбалкой? Ну, я, насколько знаю, ты в Ютубе, этот у меня, membership у тебя. Вот не знаю, когда я выложу. У меня просто сейчас с зарядкой и с интернетом проблема. Я тяжело монтировать, но я думаю, в течение недели, наверное, в течение 5 дней. Вот говорю, сейчас с зарядкой просто проблема. Прям
на планшет не хватает у меня заряда. И, вот. И надеюсь, скоро будет уже. И Полекс. Сергей Южный пишет: суслика видел? Да, видел суслика, на гору забирался последнюю, там суслик сидел, меня ждал. Видео это будет тоже. Вот. Он такой, этот попрошайка там, видимо, его прикармливают, туда идут. А я не знал, что он там живет, и я ничего не взял с собой. И прям так грустно мне стало, думал, блин, он меня ждал. А я пришел и ничего ему не дал. Илья спрашивает: я смотрел все твои серии, в Марокко полицейские вам покоя не давали. То уезжаете, то не подходите, поэтому нам... Не, вот это ты мне сейчас написал, я тоже вспомнил, да, вот с полицейскими там задница была, конечно. Ну, страна третьего мира, что сказать, полицейский полицейский беспредел, там, да, палатку там не ставьте, короче, дебилизм. После Европы нас так там вымораживало вообще, свалить оттуда хотел. Ты сейчас напомнил, да, неприятные моменты были, конечно. Были неприятные моменты. Даже вспоминать неохота мне. Говорю, после Европы на контрасте это вообще задница, кажется. После велодорожек, к этому вообще быстро привыкаешь. Вот эти велодорожки. Ты потом уже даже на качество асфальта на велодорожках начинаешь бухтеть там. Хотя велодорожка, едешь, кайфуешь, ну, блин, ты думаешь, блин, могли бы и лучше сделать уже. Ну, то есть вообще там таким становишься. Ну, говорю, к хорошему быстро привыкаешь очень. Просто, например, в Швеции, там, в Финляндии дороги хорошие, велодорожки классные. В Германию заезжаешь, там тоже велодорожка идет, но там от такого она уже качество, и ты такой, блин. Там корнями, ну, велодорожка старая, корни деревьев начинают поднимать, там все ломать, асфальт. И ты едешь, бухтишь. Так, сейчас сколько под... В прошлый раз я как-то вышел в стрим, последний раз вот в Firebanks, там 40, под 50 человек было даже. Притом я не анонсировал ничего. Видимо, отдыхают, суббота все. Все кайфуют там. Я, кстати, кружку себе вот такую сделал. Это банка из-под ананасов. Я кружку свою где-то оставил, потерял. Которая у меня с Алтая еще была. Которая сколько лет? Лет 8 ей, наверное, было. И где-то оставил, блин, капздец. И вот так сделал. Банка из-под ананасов. Фольгой обернул немножко пищевой, чтобы тепло держало. Нормально, работает вроде. Лучше, чем ничего. Я сейчас чаев-то много пью вообще. Что на чаи подсел. У меня и шиповник есть, и чабрец есть. Я тут нахожу в магазинах периодически, там, так скажем, European food, Russian food, там, Ukrainian food. И вот пряники недавно купил, в последнем магазине был, там гречка там вообще как база была. Там пряники всякие, там украинские, российские продукты были, классно. Прям ценник, конечно, не дешевый, но ты такой смотришь, когда еще голодный, тебе все хочется вообще. Что там у вас, как еще дела, рассказывайте. Иван-чай на Аляске растет.
Может быть, есть, я не видел, честно. Должен быть иван-чай. Здесь шиповника много всякого. Вот сейчас даже покажу, вот я сижу рядом, вот цветочки там. Шиповничек. Там вот это медуница, по-моему, Нет, наверное, вряд ли. Да, наверное, да. Просто медуница, она такая весенняя прям. Здесь как бы уже лето. Да, подключился к солнечной зарядке. Теперь хоть у меня заряд послабее расходуется. Не так сильно. О. Ой, какой ветерок хороший. О, СК пишет, мы картофан с селедкой едим. Сказал, короче, что у меня тут пятачок счастья. Я тут уже 5-й день на одном месте сижу. Я говорю, вот нашел место прикольное. Тут панорама такой, вид красивый. И тут озера рядом. Каждый день езжу на рыбалку. Так что вот потом видео увидишь там. Пятачок счастья. Вот. А сейчас у меня везде мыс счастья. У меня тут Аляска счастья вообще. Я никуда... О, Ядрин 100 рублей мне скинул. Ядрин, спасибо большое. 100 рублей. Вообще красавчик. Большое, огромное спасибо. Вот, видео потом будет. Вот, я сейчас никуда не спешу вообще. Не еду, не гоню, как раньше. Вот раньше я все время гнал, у меня там города 1, 2 мелькали. Сейчас я просто наслаждаюсь. Тут вообще, во-первых, на Аляске-то ехать особо некуда. Как бы в целом. Дорожная сеть такая. А тем более у меня времени здесь много. Я тут летовать планирую все лето. Потому что жирок нагуливаю, как медведь. Сейчас вот рыба. Потом ягоды. Поэтому... Так что, ребят, я вам напомню, что вы можете подписаться на ранний доступ к видео, потому что видео у меня только раз в неделю будет выходить на ютубе. Но есть ранний доступ, вы можете это видеть. Вот, но я специально для вас, для россиян, сделал Boosty, там выкладываю видео, тоже дублирую. Также с ранним доступом, там 350 рублей подписка. Вот, буду очень рад вас видеть. И также выкладываю посты там, пишу, вот с рыбкой там выкладываю. То есть я не веду ни Инстаграм и ничего, хоть Инстаграм у меня очень много людей там сидят, но я не вижу смысла вообще Инстаграм вести. Просто как бы Инстаграм ради лайков, просмотров, нафиг это надо. Как бы хочется, чтобы какая-то копеечка падала хотя бы с этого. Вот, поэтому я Boosty как бы хочу, ну, буду вести нормально его сейчас. Сейчас я загружаю все видео, там у меня просто, говорю, с зарядкой сейчас проблема и с интернетом слабеньким. Но в итоге там все будет. Все видео там будут. Вот, картофан, селедка, это хорошо. Ну а я просто форель тут ем. Каждый день сейчас. Как местные нормально относятся? Да местных тут особо сейчас и не видно на самом деле. Тут очень много туристов сейчас, лето. Тут по дорогам весь трафик, это почти туристы на автодомах ездят. Вот, поэтому местные это нормально. Они, что, им нормально, все, им все хорошо.
интернет глючит рывками. Ну, говорю, вот у меня интернет. Местные, да, нормально. Илья пишет, судя по всем сериям, я видел много раз, было тяжело. Но самое тяжелое, думаю, обратно через Тибет. Снегом в горах все завалило. Китайцы не почё. Блин, и пошел в горы. Да, нет, Тибет на самом деле это уже самая простая часть была, я тебе скажу, Илья. Да, самая тяжелая была это первая часть, когда я по Китаю ехал только. Вот тогда была самая тяжелая, наверное. Что-то и как-то и по здоровью, и по... Потому что я не в самой населенной части планеты, можно сказать, ехал. Вот эта китайская равнина, великая так называемая. Было тяжеловато там. Вот, а Тибет там уже кайф был. Так, дальше что у нас? Что с лодкой во Флориде и с машиной? А ничего, они там стоят. Ничего пока с ними не произошло. Вот, и не знаю, что буду делать с ними пока. Интернет глючит рывками, ну да, вот есть такое. Яхты и авто как теперь? Вольво нельзя перегнать в Аляску или невыгодно гнать? Можно перегнать самому, но проблема в том, что я не могу, мне через Канаду надо будет ехать, а я не могу покидать территорию США. Вот, и поэтому я бы ее сюда бы перегнал. Если я буду здесь жить, например, то я бы ее, конечно, себе взял. Классная машина, как бы я люблю ее, вольвочку свою, но... Так, на Рутуб можно тоже видео монетизировать СССР. Ну, Рутубом не хочу заниматься, честно, нафиг надо. Там это все через задницу как-то все сделано. Коренных жителей Аляски, северные народы встречал. Ну, встречал я в Анкоридже, видел там. Ну, это же как и наши там народы северные тоже. Чукчи, там вот эти, кто там, кеты, вот эти все маленькие, венки. У них проблемы с алкоголем, и там очень много бичей на Аляске, в Анкоридже. Я еще в Анкоридже буду, поснимаю, там попробую. Но там очень много наркоманов, бичей, именно коренных, видно по лицам. А такие, их видишь, у них такое ощущение, как будто они вот сейчас по-русски заговорят. Ну, как вот чукчи какие-нибудь там. Они выглядят тоже так же все, но они по-английски разговаривают так же, как там чукчи по-русски, например, с таким акцентом характерным. Потому что языки там у них всех похожи, одинаковые, я бы даже сказал. Интересные, глубокие, видно, что природа тебя оживила. Какие планы дальше, сколько еще будешь в пути? Ну, да, спасибо за видео. Ну, видео стараюсь делать. Чувство прям хорошее от этого. Ну, прям я ожил, короче. Был живым трупом. А сейчас я, да, восстал из пепла каждого прожитого дня. Просто без всяких планов, без всяких этих. Просто вот нахожу классное место и живу. Я говорю, 5-й день уже вот на одной точке стою. Нашел озеро, там ловлю форель. Все классно, Ромыч. Йопоколо, привет. Так что все вообще отлично. Колонавколо, привет тоже. Ух, солнышко аж печет, сейчас вышло, это хорошо. То есть заряжается хоть. Значит, дольше с вами пробуду.
Вертолеты там военные летают. База недалеко. Евгений пишет: привет, Никита, привет тебе из Бийска, Алтай. Смотрим, рады, что у тебя все хорошо. Спасибо. Привет вам тоже большой на Алтай. Часто, говорю, вспоминаю Алтай. Вот езжу по дорогам, Чуйский тракт вспоминаю. Прям тоже скучаю, я бы сейчас и на Алтае побывал. Тут у меня тоже как Алтай, по сути. Но Алтай, конечно, всегда в моем сердце Алтай. Классные места, классные люди. Это, наверное, Алтай одно из немногих мест в России, где бы я, наверное, вообще хотел бы жить. Честно говоря, не знаю, как-то мне прям понравилось. Местоположение Алтая прикольное, как бы и Сибирь, и как бы европейская часть недалеко. Такой между. Интересно. И Азия рядом тоже, под боком, по сути. Там Монголия, Китай там. То есть на велике как раз это центр Евразии. И мне, наверное, из-за этого тоже очень нравится вот это местоположение. Во все стороны как бы одно одинаковое. Владимир Кинярский, 500. Привет из Канаша, очень рад тебя видеть. Кинярский, спасибо тебе за 500 рублей. Вам тоже огромный привет в Канаш. Канаш все-таки город наш. И это хорошо. Спасибо, Владимир. Спасибо огромное. Вот, поэтому с Алтая все дороги, как бы, как говорится, все дороги ведут на Алтай. Вот. Не в Рим, в Алтай, потому что он в середине Евразии. Поэтому дай бог когда-нибудь еще на Алтай приехать. Как у вас там самих-то жизнь? Бийске. Куда-нибудь планируете летом-то поехать? Я знаю, каждый год, Евгений, ездите-то. Да, приезжайте тоже. Только я не знаю, куда ко мне, я сейчас сам в дороге. Да, спасибо, Женя, спасибо. Я чуть-чуть повыше телефон поднял. Не знаю. Тут фиг знает тут. Может, немножко. Повыше, может, связь будет лучше. Так, сейчас повыше сел, может, лучше будет связь. Подключил солнечную панель, хоть получше стало. Он даже перестал разряжаться. 13% так держится. Владимир Кинярский пишет: надо тебе Starlink купить. Его тоже надо заряжать. Рассказывайте, что у вас там, откуда вы, как у вас дела. Потому что мне знать же хочется. У меня-то все понятно тут, что. Я виды еще раз покажу для тех, кто не видел.
река Дельта называется. Из гор вытекает. И пишет, обстановка, сам видишь, какая. Но в горы думаем скатать в конце лета. Соляры и запасы для такого случая. Да, у вас там веселуха. Движухи у вас там, да, происходят, смотрю. Движухи. Сувар пишет, круто, планируется когда-нибудь сделать стрим на берегу этой прекрасной реки? Блин, не знаю, но я возле нее буду потом, когда дальше буду ехать, но стрим не знаю, но я сниму обязательно видео там какое-нибудь. Сегодня сколько планируешь проехать? Я вообще не знаю, поеду я ли сегодня или нет. Просто если будет солнце сегодня, то я постараюсь зарядить планшет, видео там смонтировать, а то у меня уже чуть-чуть накопилось, потому что зарядки не было. Вот. Поработать чуть-чуть. Вот. А так, конечно, хотелось бы уже поехать, потому что 5-й день здесь торчу. Вот. Уникалтикулим пишет, кодиаков не боишься там? Это что за кодиаки? Медведей, что ли? Или кого? Что ты имеешь в виду? Я с Козловки, Иван пишет. Козловки, привет. Козловочка. Заправки по нулям везде, движуха. Ну, нормально. Ну, на велике пересядете скоро. Это, видишь, это все запланировано и хорошо. Все здоровые будут, на великах будут ездить. А в какое время лучше в стрим вообще выходить, ребята? Когда вы готовы там смотреть. Просто хочется, чтобы народу побольше было. Не просто там выходить. Ну, чтобы максимально охват был большой. Что вот я не знаю, я решил сегодня, типа, суббота вечер. Ну, фиг знает, что-то народу один фиг. Сколько народу-то вообще? У меня почему-то тут показывает 14 и все, больше ничего не показывает. Через это приложение. Полпроцента пишет, привет из Астрахани, здорово. Случайно узнал о тебе. Как ты попал в Америку? Язык где учил? Расскажи о себе. Да что рассказывать, он? Что тебе сказать? В Америку? Да как, путешествовал и попал сюда, и вот здесь и остался. Язык где выучил? Ну, язык в школе мы еще учили. Потом здесь уже с опытом уже пришло все. Вот. А что рассказать? Я с Чебоксара, с города, путешественник. Вот, тоже с Волги. Только повыше. Вот как там Астрахань-то живет, расскажи лучше.
часиков в 9 по Москве, пишет, 9 вечера или утра выходить. Максиму Данилову привет передайте, пожалуйста. Спасибо большое. Большое спасибо. Максим Данилов, тебе большой привет. С Аляски. $37 онлайн, 35. Ну все. Ну это нормально. Всем привет. Сейчас все зашли, да? Потому что я говорю, у меня стоит тут в этом приложении, он показывает мне 14 человек, капздец. Что за фигня? Просто я не через YouTube захожу, а через вот это специальное приложение, чтобы вы могли там донаты там скидывать. Вот, чтобы там шкала вот эта появилась. Оверлей, короче. На обычном YouTube так не получается. Поэтому немножко неудобно здесь. Так что те, кто хотят, говорю, ребят, кто имеет желание и возможность, можете задонатить на Donation Alert. Вот, там ваше сообщение выскочит на экране. Все увидят, что хотите. Там пишите, короче. Случайно увидел твой канал тоже. Привет с Татарстана, привет, привет. 40 человек люди пишут, 40. Да, отлично, нормально, 40 человек уже отлично. Я говорю, пока зарядка у меня есть, у меня солнечная панель заряжает, я вот сижу возле нее. И 12% у меня показывает, ну он медленно расходуется просто. Блин, банька это класс, я тоже хочу в баньку сходить, честно, попариться, уже 100 лет не ходил. Хочется в баньку. Привет там Зюкус, если он меня видит сейчас. Спасибо большое за подписку. Вот, и, ребят, я напомню, раз уж так, еще раз, что можете подписаться на Boosty, там подписка. Вот, и плюс на Аляске тут еще дороже, чем обычно. 100. Пишет Мухасранск, как всегда, помойки, ждем Лебединое озеро по ТВ. У нас, Владимир Кинярский пишет, у нас в деревне колхозов нет, природа забирает свое, зайцы, лисы, утки, бобры, гадюки. Ну классно, когда природа возвращается, это здорово, Кинярский. Зарастает все. Сувар пишет, лучше стрим выходить с 19 до 21 по Москве. Но учитывая разницу во времени, тебе не совсем удобно будет разгар дня. Ну, у меня тут не разгар дня будет, у меня 11 часов разница. Это будет, если с 19 выходить, это мне в 8 утра надо выходить. Ну, как бы нормально, но я в 8 утра обычно сплю. Я поздно ложусь. Сейчас тут ночи светлые, очень светлые. Я поздно очень ложусь, спать неохота вообще. И сплю где-то до 11, валяюсь. Но загрязнили реку, пишет Владимир Кинярский, рыб нет. Да, это жалко, конечно, что рыб нет. Пипец тормозит, виснет, пишет. Блин, да, ребят, видите, лес такое дело. Сейчас повыше просто телефон попробую поднять. О, зарядка даже 13 уже показывает. Солнышко-то вышло. Даже чуть-чуть повышается. Долго не разговаривал, у меня даже сейчас с непривычки прям горло першит, устало, когда долго не разговариваешь, не общаешься, я тут с вами разговариваю.
Безветренная погодка такая хорошая. Для путешествий сейчас самое то вообще по температуре ехать. Ссылка на Boosty, кстати, в описании, ребят, там тоже. И на Donation Alert, кто хочет сообщение, чтобы тут высвечивалось. И на Boosty тоже в описании. Вот, когда я двигаюсь в путь, не знаю, думал сегодня, может быть, сегодня поеду. Сейчас покушаю, приготовлю, соберусь, посмотрю. Просто я уже тоже устал тут на одном месте. Там еще столько мест меня ждет классных. Чемпионат мира по футболу смотрим. Сергей Тенишев пишет. Привет, Никита. Здорово, здорово. Вот. Нормальное время для стрима. Чемпионат мира по футболу смотрим. Да, сейчас чемпионат идет. В Америке как раз, да. Но я не попадаю на него. Тут на Аляске матчей нету. Ну так слежу, смотрю. Я футболом-то тоже интересуюсь. Ну, всегда интересовался просто там. В детстве вот любил, потом перестал, когда велосипед появился, а сейчас что-то опять интересно. Ну так, просто интересно, что да как там. И на футбол ходил. В прошлом году чемпионат мира, клубный чемпионат мира был в Америке тоже. Я ходил, билеты вообще дешевые были, никто не хотел ходить туда. Что-то билеты по $7 я брал, с детьми ходил. Вот в Орландо ездил. Там играли, я на Манчестер Сити ходил. С кем они там? С Аль-Хилялем играли, по-моему. Или с какой? Да, Аль-Хиляль, по-моему. И на кого еще ходил? Какие команды? На какую-то корейскую. Южноафриканская играла там. Мамедани какая-то против Сеул, короче. Ну, короче, ходил, там интересно было. На Флуминенсе ходил, они с этими играли. С Аль-Хилялем тоже потом. Короче, билеты можно было дешево купить тогда. Вот, так что я футбол тоже люблю посмотреть. Тем более, там жил рядом с Орландо, там команда Орландо. Орландо, да, есть. Вот, как бы, и там матчи МЛС можно было смотреть, приходить. Ну, по возможности ходил, смотрел, когда возможности, желания. Пишет, как жена тебя отпускает, не обидно ей. Ну, жена, как бы... Жены у меня, можно сказать, нету уже. Потому что мы вместе не живем. Вот. Поэтому все нормально, там отпускает. А кто меня задержит-то? Я же как волк. Меня в клетке держать нельзя. Если я в клетке, я все, умираю. Злой становлюсь. Это реально. Реально так. Алекс пишет, из тебя получился бы хороший сюжет для фильма. Ну, надеюсь, только не с печальным концом. Поэтому не надо мне фильмов лучше никаких пока, Алекс. Я сам фильмы делаю. Чебоксарский волк, да, Кашкар, Чебоксарский Кашкар. Кстати, в мае было ровно 7 лет, как я из Чебоксар уехал. И не вернулся. 7 лет, представляете? 19-й год, это был май, мы отправились в путешествие. 7 лет. Кобзец, время летит, конечно. Так вот, десяток лет просто можно. Года и летят. Ну и сейчас я другой, чем, конечно, 7 лет назад. Не планируешь возвращаться? Ну, точно не сейчас. Не ближайшие года, может, не ближайшие десятилетия. А что мне там делать? Вот? Приехать только как турист, да. Хотел, конечно, хочется, родные места, но жить, не знаю. Я уже к Америке привык, как бы, такая страна. Ну, точно не сейчас, знаешь. Не вот эту политическую ситуацию, не вот эту же, нафиг мне это надо. Да, и Сувар пишет, планируешь ли приехать в Чебу? Ну вот говорю, что когда-нибудь,
дай бог, что не будет никаких проблем там. С Россиюшкой все будет нормально, штормить ничего не будет никого. Тогда да. А где было лучше всего жить? Ну, я много где не жил, как бы. Я не релокант такой, который переезжает в разные страны. Там я путешествовал же, я же не жил. Понимаете, путешествие и миграция — это разные вещи. Я бы лучше все время путешественником был. Миграция нафиг, это очень тяжело. Для меня лично. Я просто умирал, блин. Не мог на месте сидеть, мне как бы нафиг, короче. Миграция — это тяжелая штука. Где лучше всего жить? Поэтому жить мне лучше всего в дороге. В палатке. Я человек дорожный. Вот, и мне надо жить в движении. Вот. Но Чебоксары я люблю, Чувашию очень люблю. Как территорию, как природу. Вот. Поэтому хотелось бы, конечно, там приехать, побывать. Очень-очень бы хотелось бы. Пишет, да, в Чебоксарах беда. Бензин 95-й, уже 100 рублей. 100 рублей. Ну да, это уже дороже, чем в США бензин получается. Ну, как на Аляске примерно. Если 100 рублей, здесь галлон где-то 5-15, ну, грубо говоря, пусть будет $5 галлон. Галлон — это 4 литра, практически 4 литра. Там 3 с копейками. Ну, пусть будет 4 литра, грубо говоря. То есть 5. Ну да, такой же ценник почти, как вот на Аляске вот у вас. Но на Аляске тут, при том, что нефть добывают, бензин не дешевый. Потому что здесь нету нефтеперерабатывающих заводов. Здесь труба, она с Продо-Бэй идет на самый юг. И то есть сырую нефть они перекачивают и куда-то отправляют уже. То есть и там ей занимаются. То есть ее уже нефтеперерабатывающие заводы где-то там делают. Поэтому здесь бенз не дешевый. Я сам удивился, я думал, как бы нефтяной штат, а бенз не дешевый. Дороже, чем во Флориде даже. А вот почему. Ну, плюс налог, наверное, еще на бенз здесь. Потому что штату уже надо с чего-то деньги зарабатывать. Как бы население небольшое, и пытаются со всего заработать тоже. Помню, как ты в первое путешествие ездил, всю дорогу только гречку ел. Да, было дело. У меня и сейчас гречка есть. 1,5 килограмма гречки. Я гречку могу вообще постоянно есть. Говорю, это универсальный продукт. Можно совсем сочетать ее с чем хочешь. Поэтому гречка — это forever всегда. Жалко, только не везде ее здесь найдешь в Америке. Евгений пишет: Никита, а ты не подавал на ВНЖ? Ильдар, кто у вас американец и как он в дальнейшем будет? Да нормально все будет, пока в ожидании мы просто. Вот. Это раньше были там такие законы, ребенок если родился, там автоматически вам там давалось все. Сейчас нет, сейчас. Здесь тоже политическая ситуация такая, она вся изменчивая, переменчивая. Ну, в смысле, что такой период сейчас здесь тоже. Не все просто. Вот, а так-то мы что, живем, у нас есть ВНЖ, по сути, живем, как бы, работаем. Нормально. Грех жаловаться. Волк солнышко кочегарит, уже у меня 15 зарядка тут показывает. Гречка рулит, это да. Эх, ладно, что, наверное, ребят, буду заканчивать стрим потихоньку. 1,5 часа уже протрындели. Вот, все равно донатить не хотите, ничего делать. Не отправляете, вот. Говорю, на Boosty подписывайтесь, те, кто хочет. Ссылка в описании, там есть, там видео все выходят, без VPN можно смотреть. И, говорю, и меня поддержит. Я очень благодарен вам за подписку на Boosty.
Либо у кого есть возможность, на ютубе тоже также спонсором канала стать. Тоже там недорого. Вот, потому что я планирую путешествовать, я не планирую заканчивать, как бы ехать. На Аляске я все летовать буду, потом на юга, наверное, поеду. Вот, так что ездить. Вот. Сейчас покушать приготовлю. Вот, так что всем спасибо за стрим, за тех, кто были на стриме, писали. Хорошо, что не зиганутые. Да? Ладно, там в Астрахань привет большой, там не унывайте вообще. Не унывайте, пацаны, как говорится. Опа, ветерок забывает. Вот. Так что, ребятушки, спасибо всем. Буду заканчивать. Ну, постараюсь раз в неделю в стрим выходить, находить время, чтобы все совпадало, и чтобы у меня и зарядка была, и чтобы связь была. Но со связью, говорю, сейчас я в таких местах езжу, что не часто такое найдешь. Нормальное место, в смысле, для стрима. В любом случае буду выходить, а вы подписывайтесь на Boosty, ребята. Все, так что всем спасибо, всем пока. Да, спасибо, Евгений. Все, в Алтаю, всем там Астраханям, всем там России привет, всем, кто Швециям привет, все, кто меня видит, всем огромный привет. Давайте, пока.